очень рада вас сегодня видеть. Это такой прекрасный повод сегодня встретиться. Ну что ж, у нас сегодня открывается интересная выставка, проект, который называется «Палестина глазами российских и зарубежных художников». Городской округ Истра открывает, точнее продолжает серию международных выставок, которые являются продолжением большого проекта «Палестина глазами художника», русских и зарубежных. Наш Дом культуры, можно сказать, вписался в этот прекрасный международный проект, который организован в рамках Дня культуры Святой Земли. Нужно сказать, что очень многие известные художники, русские в том числе, обращались к библейским сюжетам, многие писали, кому-то повезло, и они побывали на этой прекрасной земле, да, и даже туристы, не являясь художниками, оставляют у себя очень приятные впечатления, потому что это земля истории. Ну что ж, я хочу поздравить нас с тем, что в наших стенах открывается эта прекрасная выставка. Я хочу пригласить к нам на сцену сейчас академика, советника города Москвы, изобретателя СССР, доктора экономических наук, члена медиасовета и, несомненно, талантливого организатора. Я прошу на сцену Андрея Михайловича Крылова. Сейчас я возьму кое-что бумаги. Но сначала без бумаги скажу, что мы рады и счастливы встрече с вами, с жителями Истринского городского округа. Мы уже побывали в некоторых районах, разных районах, в Дедовске, в самой Истре открывали выставку, предыдущие две выставки прошли. И вот теперь красивое название и замечательный дворец культуры, дом культуры на этой территории. И следующая выставка сегодня пройдет в 16 часов в молодежном центре. Хотим встретиться еще с молодежью. Надо сказать, что Истра – это совершенно великолепный и уникальный город. Он уникален тем, что прежде всего здесь такой замечательный центр религиозный, который называется Русской Палестиной. И это не случайно, потому что он восстал из руин, как говорится. Вот я, например, 40 лет назад здесь бывал часто, потому что детей возил от своего предприятия, Минфельд Маша возил в детский лагерь, и видел, в каком состоянии был этот монастырь. И город, конечно, был другим. Сейчас расцвел и монастырь, расцвел и город. Мы его изучили уже, так сказать, многие уголки этого города, потому что вот назвал уже те площадки, на которых мы побывали. И сегодня счастливый день, когда мы встретились здесь, в Снегиревском доме культуры. Спасибо организаторам, спасибо дирекции за то, что приняли, с радостью приняли эту выставку. Теперь несколько слов о самой выставке. Я воспользуюсь, так сказать, точными названиями, чтобы не ошибаться. Во-первых, значит, есть соглашение о сотрудничестве в области культуры и искусства между администрацией города и региональной общественной организацией Чувашской Республики, которая называется «Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины». Ну, подразумевается между народами России и Палестины, конечно, потому что деятельность этой организации, которую возглавляет вот известный человек уже не только в России, который в Россию прибыл в 1983 году и стал и палестинцем остался, и стал полнокровным доблестным россиянином. И вот он возглавляет уже многие годы, получив образование в России, возглавляет многие этапы совместных действий по укреплению дружбы между Россией и Палестиной.
Вот одним из таких направлений является как раз движение художественных выставок по России и не только по России, потому что эти выставки уже вышли за границы России, они, так сказать, провели эти выставки и в Палестине, и даже в некоторых других странах, ближневосточных. Но в России вот это сегодня выставка 36-я, и сегодня же будет 37-я. То есть, и все это прошло буквально за год, если я не ошибаюсь, небольшим, может быть, год, но все равно, вы понимаете, такой темп, огромный темп получается движения этой выставки художественной, посвященной Палестине. А что такое Палестина? Ну, мы слышали что-то там, образовано государство, Палестина. А что такое Палестина? Палестина — это, прежде всего, родина Христа. А мы с вами в доме имеем иконы, обращаемся. В основном, правда, вот те же самые религиозные люди говорят о том, что чаще всего обращаются, когда что-то случается или что-то не ладится. А нужно не так, нужно каждый день общаться с высшими силами. И эта возможность предоставляется каждому и в собственном доме, и, конечно, в культурных учреждениях. Вот. Поэтому еще раз назову, мероприятие проходит, вот это сегодняшнее, в рамках, об этом скажет подробнее, конечно, доктор Басам Фатхи, в рамках 34-й годовщины государства Палестины, в соответствии с договором о сотрудничестве, о котором я уже сказал, между администрацией и региональной организацией РОЧР, Общество дружбы и сотрудничества между народами. Цель этого мероприятия — продвижение идей единения и дружбы народов мира через искусство, знакомство жителей городского округа Истра с жизнью палестинского государства через призму творческих работ российских и зарубежных художников. Ну, место проведения понятно, я об этом сказал. И сегодня такой день необычный и для нас в том числе, потому что сегодня не только организаторы здесь присутствуют, но еще и несколько художников. Вот они все такие скромные люди с виду. На самом деле это знаменитые люди, члены российских академий художественных, и представляют свои картины, ну, как уже было сказано, и в России, и за рубежом. И они находятся, вот, допустим, вот сзади сел человек седой, улыбающийся. Его картины по всему миру распространены. Они есть и, так сказать, в музеях, и в частных коллекциях. И мало того, он продолжает работу, это ежедневно, ежечасно, участвуя и в оформлении церквей, так сказать, рисовании икон и так далее. И также и все остальные художники, которые здесь сегодня, а их сегодня 4. Хайлов Евгений Михайлович потом расскажет о своей работе, которой присутствует. Павлов, значит, Александр Вячеславович, Бычкова Светлана Юрьевна, вот она здесь. Вот. Ее картин много на всех выставках. Нет, сегодня больше не забрал, да, все правильно. Одним словом, сегодня и нам очень приятно повстречаться с жителями и не просто участвовать в открытии этого события, а обменяться мнениями, показать, вот каждый художник может показать свою картину, что рассказать о ней. Также доктор Басам может прокомментировать любую из картин, потому что он является, как уже было сказано, основным организатором. И не просто организатором, он с каждым художником работает отдельно и продвигает его картины. Поэтому, еще раз повторяю, мы рады и счастливы участвовать в таком торжественном событии сегодняшнем. И хочется, чтобы оно осталось в памяти и у нас, и, конечно, у всех присутствующих. И дальше я передам слово для основного доклада нашему дорогому
Аль-Балуи, Басам Фатхи. Но перед тем, как он возьмет слово, мы посмотрим все с вами небольшой ролик, такой, как его назвать, небольшой фильм. Он даже, можно сказать, мультипликационный фильм, который говорит о том, какая была Палестина, что с ней случилось. И это даст нам большее представление о сегодняшней ситуации, о сегодняшней борьбе Палестины. Ну, а такая обстановка в мире, вы видите, что вот Россия огромная страна, Палестина маленькая страна. Хотя Россия там имеет тысячелетнюю историю, а Палестина имеет много тысячелетнюю историю. Вот, в этом ее, так сказать, отличие. Но Россия, я имею в виду в христианском своем, так сказать, вероисповедании, в христианской своей истории. Конечно, она распространяется на более тоже долгие, чем мы праздновали с вами тысячелетие Руси в 1988 году, потому что христианство приняли в 988 году, а история, она еще далеко, вот, так сказать, за это дохристианская история в России есть большая, когда были там другие боги и так далее. Но я хочу сказать, что обстановка непростая для России сейчас. И все мы, конечно, волнуемся от этого, переживаем за наших бойцов, которых вот недавно дополнительно отправляли. И вот на это большое государство обрушиваются силы, прямо скажем, неблагополучные, которые уже можно приравнять к фашистским каким-то сборищам. И хотят так же, как и Палестину, прижать, раздавить, уничтожить и так далее. Этому надо противостоять, в том числе общими усилиями, несмотря на разные размеры государств. Это замечательно, это дружба, потому что она основана еще на христианстве. Христос, уроженец Палестины. Вот. Так что слава Ему и слава всем нам. Вам здоровья, успехов. Дальше слово будет у Басама Фатхи, а сейчас фильм, короткий фильм, по-моему, 6-минутный. Палестина и Израиль. Краткая история конфликта. Что произойдет, если построить убежище для преследуемого народа в том месте, где уже живут люди? В этом ролике мы предоставим небольшую информацию о том, как зародился конфликт между Палестиной и Израилем, и о том, что вы можете сделать для достижения мира между народами этих стран. Во-первых, есть несколько моментов, которые помогут понять ситуацию. Первое. Большое количество евреев были вынуждены бежать из антисемитской Европы, особенно в ходе нацистского Холокоста. Сионисты спровоцировали массовую иммиграцию на территорию Палестины, которая в то время была британской колонией. Долгое время небольшие общины евреев жили рядом, бок о бок с большими общинами местных жителей. Но когда ООН предложила еврейским иммигрантам большую часть земли и назвала ее Израилем, для подавляющей части палестинцев это стало началом тотального разрушения их жизни. Они отвергли план ООН, и несколько арабских стран были втянуты в войну против Израиля. Израиль начал сопротивление. В результате свыше 400 палестинских городов и поселений было уничтожено. К моменту окончания столкновений Израиль контролировал 78% исторических земель Палестины. И когда 3/4 миллиона палестинцев, которые бежали или были изгнаны во время конфликта, попытались вернуться к себе на родину, правительство нового государства запретило им въезд. А оставшиеся сотни тысяч их родственников, палестинцев, стали жителями второго сорта в новом государстве, где евреи стали большинством. Сегодня палестинцы и их дети в количестве нескольких миллионов заселились в основном в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Миллионы палестинцев рассеялись по всему свету, причем многие из них до сих пор живут в лагерях для беженцев и мечтают однажды вернуться к себе на родину. Резюмируем вышесказанное. Одна группа иммигрантов обрела столь желанный дом, но в ходе этого образовалась другая группа иммигрантов. И второй момент, который нужно понять. Израиль был основан в качестве государства для евреев. А теперь следует задать вопрос, а что это в точности означает? Было множество идей о том, каким должно быть еврейское государство. Предлагали идею равенства для всех граждан. Но на практике возникло не что иное, как узаконенная дискриминация, направленная на неевреев. Другими словами, как это видно на карте, области, помеченные голубым,
демонстрирует желание правительства обрести максимальную часть земель и ресурсов для евреев, а не для палестинцев, живших на этой земле. Вот почему на территории Израиля у евреев особые привилегии, включая право на землю и недвижимость. Палестинцам, которые составляют 20% населения Израиля, в этом отказано. Этот же момент объясняет тот факт, почему Израиль до сих пор не определился со своей территориальной границей. На территорию сектора Газа и Западного берега до сих пор пытаются претендовать с тем, чтобы присоединить ее к тем землям, которые им удалось захватить в ходе войны 1967 года. С тех пор Израиль возвел несколько еврейских поселений по всей территории захваченных земель на Западном берегу, строя города исключительно для евреев и снабжая их инфраструктурами, такими как дороги, военные лагеря, школы, колледжи. Считается, что военная оккупация – это временное явление, но спустя 40 с лишним лет она становится чем-то постоянным и абсолютно несправедливым. На Западном берегу еврейские поселенцы и палестинские жители живут на одной и той же земле, но в рамках двух совершенно разных систем закона Израиля. Еврейские поселенцы контролируют природные ресурсы, включая воды и посевные земли. И они получают поддержку от израильской армии. Для закрепления режима оккупации Израиль разрушил тысячи палестинских домов, уничтожил фермерские хозяйства и сады, конфисковал палестинские земли, способствовал сокращению численности населения в Газе и наказывал за сопротивление путем рейдов, арестов и убийств. И все это ради того, чтобы получить как можно больше земли. Все это усугубило положение палестинцев до такой степени, что они были вынуждены бежать или были слишком запуганы, чтобы сопротивляться. Палестинцы сражались за свою землю. Десятилетиями они пытались отстоять свободу страны путем вооруженной борьбы. И это частично продолжается сегодня. Но большинство палестинцев вместо этого выступают за коллективный протест против оккупации. Глубоко ранящая политика контроля, репрессий и насилия самым жестоким образом сказались на жизни палестинцев, живущих в режиме оккупации, а евреи живут здесь в качестве оккупантов. Это необходимо остановить и достичь мира ради будущего двух этих народов. Но теперь, когда мы объяснили суть проблемы, пришло время подумать над ее решением. Как насчет мирных переговоров? На данный момент получается следующее. Поддержка Израиля со стороны США ухудшила положение на Западном берегу. США помогли Израилю в политике оккупации, годами проходили многочисленные переговоры, а тем временем Израиль в массовом порядке увеличивал количество еврейских поселений и нарисовал новую карту этих земель. Мирные договоры – это хорошо, если они реальны, но не в случае, если они прикрывают факты захвата земель. Так что же получается? США, мировая сверхдержава, была ужасным другом. Она снабжала Израиль разрушительными видами оружия на земле Палестины и финансировала израильскую армию, самого большого получателя американской финансовой поддержки в мире. Но есть другая сверхдержава, которая может все изменить. Это вы. В мире существует движение, в котором принимают участие сотни тысяч человек, таких же как вы, включая палестинцев и израильтян, которые протестуют, изучают, разоблачают и бойкотируют, с тем, чтобы организовать ненасильственное международное давление на Израиль, чтобы он прекратил нарушать права человека в Палестине. На протяжении истории, там, где правительство не могло восстановить справедливость, обычные люди, такие как вы и мы, брали дело в свои руки и побеждали. Наступил черед для Палестины обрести свободу и справедливость. Мы можем заставить Израиль остановить оккупацию и дискриминацию. Мы хотим, чтобы и у палестинцев, и у евреев было равенство, права человека. Мы можем изменить историю. Присоединяйся к нам. Я попрошу Андрея Михайловича пройти ко мне. И я думаю, что мы можем торжественно сейчас при помощи всех организаторов открыть нашу выставку. Итак, я еще должен добавить чуть-чуть вот к тому, о чем я говорил, когда говорил о Аль-Балуи Басами Фатхи. Это человек, получивший образование в России, прибывшим молодым совсем человеком в Россию. Его отец Аль-Фатхи, правильно? Аль-Фатхи Аль-Балуи
отец его учитель Ясира Арафата. То есть его связь с политикой, так сказать, с руководством Палестины, она прямая, сильная. И он продолжает работу этих двух уже ушедших людей. И Фатхи, и, так сказать, Ясир Арафат, вы знаете, они уже... Но Ясир Арафат, он от борца, он потом преобразовался в Нобелевского лауреата даже. Он получил Нобелевскую премию мира. Помните все. Вот прямой наследник этих двух великих людей, Бастам Фатхи Аль-Балуи. Он откроет... Еще перед тем, как начал свою речь Бастам Фатхи Аль-Балуи, я скажу, что на выставке сегодня представлены 71 работа, в статическом состоянии находится, и одну мы привезли передвижную, она только что нарисована нашим Павлом Александровичем Славовичем, знаменитым художником, известным во всем мире. Вы на нее посмотрите, он ее прокомментирует. Таким образом, все две картины вы сегодня увидите. Они представляют жизнь Палестины и жизнь нашего руководителя великолепного в той жизни, в прошлой палестинской. Увидите все эти портреты, природу, в какой-то мере там виды различные, так сказать. Так что вам спасибо, что все пришли на выставку, и вот она открыта. Слово Бастаму Фатхи Аль-Балуи. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня очень много новостей хороших. Сегодня для палестинского народа день провозглашения собственного государства. Как сегодня, 15 ноября 1988 году в Алжире Ясир Арафат провозгласил это государство. И так Израиль запретил ее в реалии, чтобы она существовала, так и уже 34-й год пытаемся, как говорится, восстановить справедливость. И так палестинский народ борется уже с 1948 года, когда по незаконной резолюции Организации Объединенных Наций 181, не проводя референдум в Палестине, решили отобрать у палестинского народа свою землю и передать для создания еврейского государства, так как евреи обидели Гитлер, убивал Гитлер, уничтожал Гитлер, Европа, а за это наказывается палестинский народ. Не Европа наказывается, не Гитлер наказывается, не Германия наказывается, а палестинский народ. У него отбирают земли и создают там родину для евреев, государство евреев, и туда расселяют их в Палестине. Построить счастье на несчастье другого народа. И в результате уже 75-й год продолжается борьба, продолжается пролитие кровью. И все из-за того, что Организация Объединенных Наций, которая была создана, чтобы поддержать мир в мире, привела эту войну, привела наоборот беззаконие. Именно Организация Объединенных Наций, которая до сих пор не хочет признавать референдумы, которые были проведены в России, новой территории России, референдумы, где народ голосовал, сама Организация Объединенных Наций без референдума передала Палестину для создания государства Израиля. Вот двойной стандарт, как он выглядит.
Но сегодня у нас, дорогие друзья, я первый раз здесь, в вашем Доме культуры, до этого я приезжал в Истра, в Дедовск. Мы открывали выставки 2 месяца назад, 14 сентября. Ну, очень приятно, что я узнал, что есть еще такой городской округ, да? Поселок. Да, очень приятно, очень хорошо встретили, очень тепло встретили. Понимая, что все вы не можете поехать в Палестину посмотреть Святой Земле, а Палестина сегодня сама к вам приехала. Волшебные картины, шедевры, которые писали великих художников России и мира, они сегодня у вас здесь. Я всегда сторонник того, чтобы в глубине России, там, где поселки, где деревни, чтобы им показать именно цивилизованную историю Святая Земля. Потому что они могут не доехать до Москвы или куда-то, или трудно им. А эти люди привязаны обычно к своей малой родине, привязаны к земле и понимают эту ценность, и знают. Вот не случайно, кстати, у вас называют Истра русская Палестина. Мы об этом давно знаем, хотя и есть монастырь Новый Иерусалим, музей Новый Иерусалим, хотя Иисус Христос никогда вас не посещал и не был в России. Вы видите, россияне уже более 1000 лет ему верят. И христианство играет большую роль в жизни, в отношениях между людьми, в семейной жизни, в обществе. Поэтому Палестина приносила миру мир. И для нас, палестинцев, каждая улица, которая ведет в храм, это уже Палестина. Каждый храм, каждая церковь, каждый собор – это Палестина. Не был бы Иисус Христос, палестинец, сын Мария из Назарета, палестинский город, не было бы христианства, не было бы церкви, не был бы ни один священник христианский, не был бы Ватиканский папа, не были бы патриархи. Поэтому все это пришло из Палестины. Хочу сказать, дорогие друзья, Палестина, по-другому, это вера в Бога. Не случайно, что на ее земле родились все пророки или приезжали к ней все пророки, и она является воротом в небо, воротом к Богу. Поэтому Палестина – это любовь, это вера, это преданность, это дружба, это солидарность, это хорошие отношения и ценные отношения к людям, это уважение к старшим. Мы воспитаны всегда ценить, уважать, любить старших. Сегодня еще новость хорошая пришла из Палестины, пока мы с вами ехали сюда. Сегодня, значит, буквально часа через 4 в Палестине будет объявлен результат «Человек года в Палестине». Участвует 100 государств мира, из разных стран мира участвуют кандидаты, и каждая страна берет по одному человеку, который поддерживает палестинский народ, который оказывает какие-то, и который в чем-то талант. Я разговаривал дважды сегодня, когда мы ехали к вам, с председателем организации Богоматери Святая Земля Палестина, доктор Камал Аль-Хусейни, и он мне сообщил, что окончательно единогласно была проведена, значит, и комиссия по выбору человека года, и 2 взяли наших кандидатов. Один из Чувашской республики, Павлов, который писал шедевры, вы увидите, потом расскажу, Александр Вячеславович и Андрей Михайлович Иванов. Сегодня они стали человеком года в Палестине. Об этом буквально объявит уже прямая трансляция. Вот уже 1200 делегатов приехали в Палестину для участия в этот день сегодня. В прошлом году, вот в зале здесь присутствует Светлана Бичкова, художник из Ярославля, стала человеком года в Палестине за ее
за ее стремление к дружбе, за то, что она за рекордное время писала рекордное количество картин. И все ее картины, и часть ее картины, кстати, здесь, все ее картины, как говорится, тронули душу палестинского народа. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы сегодня здесь есть. И хочу рассказать небольшая история перед вами об Андрее Михайловиче Крылов. Вот. Кто такой Андрей Михайлович Крылов, который он привел нас сюда к вам? Когда ему было 10 лет, он настаивал, он слышал, что свой дед, который родился в 1850 год и ушел из жизни в 1900 год, то есть 50 лет жил, был великий иконописец. И он жил в городе Елец, да? Елец. Елец. Да. И он очень захотел, загорел желание в 10-летний возраст посмотреть его картины. Попросил отец, повези меня туда. Поехал с отцом, стал спрашивать, где картины моего деда. Сказали, на бардачку там. И когда он поднимался на бардачок, нашел небольшое количество картин, остальное все испортилось или что-то. Нашел очень важные две картины. Портрет, собственный портрет своего деда, великого иконописца Николая Ивановича Крылов, и еще картина «Вифлеемская ночь», которая есть 133 года сейчас, эта картина. И 10-летний мальчик настойчиво забирает эти картины, едет с ними в Москву и сохраняет 66 лет эти картины. Вы сегодня увидите их. Они здесь представлены. И это связь, которая связывала Палестину и вот это с Россией. Это было во время императорское православное палестинское общество, которое только было создано, он к ней относился и с ней сотрудничал. И вы знаете, я подумал долго, что заставляет 10-летний мальчик, еще не совсем созрел в жизни, поступить так, и настойчиво, и забрать эти картины и сохранить у себя. Потом вышел с одним выводом, что этот же дед его душа переселилась в этом мальчике. И перед нами на самом деле это сам Николай Иванович Крылов. В прошлой жизни он был дед, а в этой жизни он внук. И, видимо, очень хотел жить больше, чем 50 лет его дед, поэтому он воскрес и вышел этим замечательным человеком, который любит искусство, который ее везде и всюду поддерживает, и который, как говорится, является куратором нашей организации по Москве, Московской области. Поэтому сегодня, так как мы недавно учредили золотой медаль имени великого иконописца Николая Ивановича Крылова, я хочу с вашего разрешения вручить ему эти золотые медали. Погодите, пожалуйста. Золотой медаль перед вами и удостоверение. Большое вам спасибо за то, что вы есть. Мы считаем, что Николай Иванович Крылов жив и всегда будет жить. И его картина, которая есть 133 года, она будет и 1000 лет жить. Огромное спасибо. Момент выбран замечательный и очень торжественный.
и что это действительно увековечивает память моего деда. Причем я сам участвовал в проектировании этой медали, поскольку в какой-то мере тоже художник, правда, график. Вот они все такие художники очень серьезные, а я не серьезный, я график. Я много раз участвовал в выставках, в художественных тоже, но такого промышленного направления. Но тем не менее, это все-таки тоже возможность рисовать, использовать свои навыки, свои умения. В том числе вот эта медаль, она, правда, еще с помощью одного нашего художника, Шакирова Михаила Талимзяновича, он принимал мои эскизы и критиковал, давал свои какие-то оценки, свои дополнения. И вот получилась такая медаль. Я, принимая эстафету, и даже не просто принимая эстафету, а как председатель комиссии, вот здесь написано, председатель комиссии Комитета культуры региональной общественной организации дружбы между народами Чувашии, в скобках России и Палестины, вот председатель этой комиссии по наградам, я исполняю свои обязанности прямо и непосредственно. Беру следующую медаль. Даже две медали сразу. Почему? Сейчас поймете. Правда, ленту одну дадим. Награждается. Ой, награждается председатель общества укрепления дружбы и сотрудничества между народами Чувашии, в скобках России и Палестины, доктор права, академик Академии Европейской и Европы-Азии называется, доктор Бастам Фатхи Аль-Балуи, за достигнутые успехи как раз в укреплении дружбы. Вот сегодняшнее наше собрание, сегодняшнее наше открытие выставки является полным, 100% тому подтверждением. Он рад встрече с вами, так же, как и я. Мы оба счастливы. Я вас награждаю. Награждается также Марина Васильевна Аль-Балуи, жена. И не просто жена, она юрист, она кандидат, по-моему, экономических, кандидат юридических наук, и она полностью, так сказать, участвует 100% в организационной работе, в оформлении всяких писем, благодарности и прочих всяких документов по этой организации. А эта организация набрала очень большой темп, поэтому у него много работы. Вот Марина Васильевна, она же художник, и, правда, в какой-то мере начинающий, потому что в основном время ее посвящено юридическим вопросам, но она взялась рисовать. И не просто, знаете как, вот это всем нам наука. Она пошла учиться к хорошим педагогам, художникам, и вот уже процветает в этом деле. Картины ее ходят по всей России, даже за границу. И новые картины, недавно мне прислали их, они с каждым разом просто становятся совершеннее и совершеннее. Поздравьте ее от нашего общего имени. Добавилась еще медаль. Сейчас вы увидите, как это говорят, маленькое техническое занятие. Так сделано, что не понимаю. Вот тут есть.
Ну что, друзья мои, мы наконец дождались наших чудесных артистов, которые специально для этого приехали к нам порадовать нас. Ну и, конечно, этот прекрасный день и концерт, и выставку открывает наш солист Орлов Игорь. В рамках этой выставки это такой международный обмен. Ну, вы рассказывали нам про Палестину, а мы хотим вспомнить про нашу любимую Москву. Итак, встречайте «Московские окна» Игорь Орлов. Вот опять небес темнеет высь. Вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая ночные окна. Вглядываюсь я, здесь живут мои друзья, и дыхание затая ночные окна. Вглядываюсь я могу под окнами мечтать. Я могу, как книги их читать, и заветный свет края, и волнуя, и маня, как люди смотрят на меня. И заветный свет края, и волнуя, и маня, они как люди смотрят на меня. Я опять годы прежние опять под окном твоим готов стоять, и на свет его лучей я всегда спешу быстрей, как на свидание с юностью моей. И на свет его лучей я всегда спешу быстрей, как на свидание с юностью моей. Я любуюсь вами по ночам, я желаю окна счастья вам. Он мне дорог, там хлеб, и его яснее мне московский окна, не гостиный свет. Он мне дорог, там хлеб, и его яснее мне московский окна, не гостиный свет. Спасибо. Браво! Игорь, как всегда, создал атмосферу прекрасной Москвы 70-х. Ну что ж, а я приглашаю на нашу сцену. Это сюрприз от наших гостей, которые придумали, привезли и создали эту выставку. Друзей, гостей, талантливых, модный дом Лардин. Итак, это исполнитель, российский дизайнер Лариса Солнечная с композицией «Солнечная страна». Я прошу вас на сцену. Пути любви, пути желаний, на том безоблачном краю, где нет разлук и расставаний, здесь он услышит «я люблю», где широка душа людская,
родная, что ты без края велика. В моей солнечной стране Настя, в моей солнечной стране только радость, только счастье. Друзья, друзья мои, живут долго, долго верной, пути любви, пути желаний, нас не покинут никогда. Так велики миры познаний, так велики любви моря, где широка мечта любая. Спасибо, Родина родная, что я могу счастливой быть в моей солнечной стране. Настя, в моей солнечной стране только радость, только счастье. Друзья, друзья мои, живи долго, долго верной. Модный дом в Ларде. Представлены города: Иван-Иванович, город Истра, палестинский костюм и, конечно, город-герой Москва. Мы благодарим Ларису Солнечную с ее коллективом Ларди. Дорогие друзья, этот ансамбль замечательный. Только что 11 числа был с нами в Ярославле. В Ярославле они показали себя на самом высшем уровне. Нам было очень приятно открыть выставку Палестина в сюжетах российских и зарубежных художников «Душа Палестина». Они были нашими украшениями, мы очень рады сегодня, что они с нами здесь. Я прошу прощения, что я прервал, потому что я хотел им вручить благодарность за их участие в Ярославле. А благодарность за сегодня только в конце. Так, вот они, видите, даже на фотографии здесь. Да. Да. Я хочу познакомиться, да, я благодарю за такое почетное приглашение. Для нас это почет и очень ценно. Благодарю вас, город Истра, да, что мы к вам тоже приехали. Благодарю Светлану Бычкову, мы ее хорошо знаем, это очень замечательный художник.
И я хочу немножко представиться. Мой папа был тоже профессиональным художником, главным художником Крыма. И я всю жизнь маленькая выросла, конечно, в мастерской, да, позировала там как-то. Но я не рисую картины, я рисую на одежде. Это аромакраски, моя техника, я аромапсихолог. И у меня одежда информационная. Я добавляю специальные ароматы в краску, и у меня становится информационная одежда. И элементы одежды и аксессуары у меня покрыты настоящим шоколадом. Ну, то есть такие уникальные изделия мы творим с моими вот девочками. Ну, рада к вам приехать, рада участвовать. Спасибо вам. Мы благодарим серьезно Ларису Солнечную. Очень рады были сегодня вас здесь увидеть. Для нас вы сюрприз необыкновенный. У нас не было на сцене еще подобного коллектива. Ну что, а мы продолжаем. Друзья мои, я хочу вас всех обрадовать. Конечно, украшением любого праздника у нас в Доме культуры, но вы же знаете, это народный хор «Сударушки». Я вас прошу на сцену. И кто, кроме них, может так передать душу и атмосферу русского человека? Ну что, друзья мои, кто знает слова, подпевайте. А первое, с чем они к нам выйдут, подмосковные вечера. Встречайте! Сударушка! Руководитель Ирина Поплавская, браво! Ну а что, мы продолжаем. Коробушка, коробушка. Решили петь Субботина. Итак, Субботея. Итак, встречайте!
приезжали, доктор мой мне гостиную приносил. Ай, ты моя, ты моя, И частушки русские народные, да? Частушки от сударышек. И не только от сударушек. Кто в зале находится, может тоже знать русские частушки, да? Мы вышли, обе не купишны, обе неумелые, зато девчат смелые. Киргизские девчата, мы нигде не пропадем, а мы разуем и разделим, и помогем даем. Зашумила луба из крапивного листа, чтобы тело не болело, не кусало его в шаг. Ой, тупни ногам, тупни правенькая, все равно ребята любят, хоть и маленькая. Я милый целую, говорит губастая, как же я тебя целую, Или на глаза вставай. А у меня милюка два на том конце на этом. Одного люблю зимой, а другого летом. И Годиночка моя худеем, ты худеешь я, от любови от такой худеем оба мы с тобою. А мы с миллионком обнимались, целовались горячо. Я ему сломала руку, он мне вывихнул плечо. Мы желаем вам здоровья, чтоб все шевелилось, чтобы в ваших кошельках денежка водилась. В московский санаторий больше не поеду. Не понравилась я никакому деду. Стоит парень у ворот, широко разинув рот. Я недолго думала, подошла и плюнула. Мы пропели вам частушки хорошо и плохо ли, а теперь мы вас попросим, чтобы нам похлопали. Вот вам песни,
хочу попросить, извините, чтобы закрыть микрофон, попросить директора, обязательно мне нужно фото вашего. Ой, Елена ансамбля. Валентиновна у нас директор. Елена Валентиновна. Да. Просьба, чтобы их фотография коллектива была, я сделаю благодарственное письмо, вам отправлю, чтобы вы им дали, потому что все, кто принимал сегодня участие, не должны остаться незамеченными. И ваши работники, и диджи, все, кто здесь, не должны остаться ни в коем случае незамеченными. Надо каждого человека достойно благодарить. Хотя бы элементарно на память об этой святой земле Палестины благодарственное письмо. Спасибо вам большое. Вы прекрасно поете. Смотрю на палестинский флаг. 4 цвета, яркая картина. Над родиной Христа зловещий мрак опутывает вражья паутина. Вот черный цвет слегка наводит страх. Он траур по погибшим Палестины и траур по распятию Христа. Вот в этом цвета черного причина. А красный цвет, как аленький цветок, он кровь Христа. Какая в этом сила! Зеленый цвет, оливковый росток, всегда считается как символ мира. А белый цвет — добро и чистота, доверие и мир и справедливость. Хочу, чтоб мир спасала красота. Над Палестиной небо прояснилось. У нас еще Палестина. одно стихотворение. Стихи для тебя, Палестина, и песни тебе, Палестина. Желаю тебе только мира и доли счастливой в судьбе. Мечты о тебе, Палестина, родная моя Палестина. Нет матери лучше для сына, ты снишься мне ночью во сне. Молюсь о тебе, Палестина, о мире молю, Палестина. Прими эти строки от сына, пусть свет загорится во тьме.
родная земля, Палестина, святая моя Палестина, и пусть я объеду полмира, душой возвращаюсь к тебе. Еще одно стихотворение. Я твой сын, родная Палестина. Больно, когда мать моя в беде. Как же трудно тебе, Палестина, моя родина гибнет в огне. Как же горько мне жить, Палестина, черный ворон на нашей земле. Ничего нет печальней для сына слышать стон на родной стороне. Не оставлю тебя, Палестина, солнце встанет в свободной стране. Наяву пусть предстанет картина, голубь мира летит в синеве. Ну что, у нас торжественная часть на этом закончена. Да, мы сейчас... Да. Мы закончим. Да, мы завершаем, но завершаем очень красиво. Тем, кто отличились за весь год у нас художники, которые прославились не только в России и за ее пределы. Председатель комиссии по наградам, наше общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии, России и Палестины. Вот сейчас приглашаем сюда, во-первых, наш дорогой Евгений Хайлов, московский знаменитый художник. Вот вручат ему медалью. Это гениальный художник, он философ. Он про всех религиозных течений пишет великолепные картины. Все его картины аналогов в мире не имеют. Они чисто философские, связаны с жизнью, с религией, с Богом. За что ему огромное спасибо. Он украшает все наши выставки. Поздравляю с наградой. Соединить все религии, чтобы все понимали друг друга и не воевали друг с другом. Спасибо. Оставайтесь здесь. Приглашаем еще. У нас есть легендарный художник, очень знаменитый. Сегодня стал человеком года в Палестине. Павлов Александр Вячеславович, очень знаменитый художник, который картины его сегодня присутствуют. И у нас еще из Ярославля замечательная девушка, педагог, художник, удивительный человек, душой, сердцем, энергичный, дружелюбный, дипломат, человеком года в Палестине 21 года. Она сегодня приехала рано утром тоже из Ярославля. Недавно. Одиннадцатого числа она организовала в Ярославле достойная выставка наша, была юбилейная 35-я. Сегодня она с нами здесь, она заслужила высокая награда великого иконописца Николай Иванович Крылов. Куда бы ни шла, Родина несет собой. И мечтает о мире, там еще оливки падают. Оливки – это смысл Палестины. И оливковая масло тоже – это смысл
существования, достижения многих тысяч лет палестинского народа. Здесь тоже работа основная. Здесь Ивана Балашова написала великий палестинский певец, поэт Ахмад Каб. Палестинцы слушают с удовольствием, не только палестинцы, и арабский мир. Здесь у нас работа Светлана Гордеева. Она писатель, и одновременно она художник. Она работает в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Очень уважаемый человек. Вот здесь ученый, палестинский ученый, доктор Сальман Абушита, самый знаменитый ученый по палестинской географии. Очень много ученый, очень большие достижения, очень много у него энциклопедии на английском языке. Мы с ним дружим, мы с другом пониматься и поддерживаем связь по сети. Это работа профессора Смирнова Наталья Борисовна, декан педагогического университета в Чувашии по художеству. Дальше. Вот здесь эта картина. Да. Это картина. Да, это картина Ахмад Баша Газали. Гениальный борец истории человечества, истории палестинского народа, который победил Наполеона Бонапарта. Город Акка, небольшой город, но он сражался, город Акка полгода. Наполеон не смог захватить его. И таким образом Наполеон проиграл и покинул Палестину. Это последняя картина Павлова Александр Вячеславович. Вот сзади вас стоит, который сегодня получил высокие награды. Вот и который сегодня стал от имени Чувашской Республики человеком года в Палестине. Поздравляю. Да. Так что очередной шедевр его, который, я уверен, она посвятит очень много стран. Она уже опубликована в разных странах, в Бельгии, в Швеции, даже в США, в Турции, везде уже об этой картине говорят. Потому что личность исторически очень важная и знаменитая. Дальше у нас сегодня уедет. Да, она сегодня по другой выставку, а потом обратно. Да. Значит, здесь у нас молитва о Палестине из Таджикистана, из города Ширина, Елена Ширина, Елена Викторовна Ширина, Юлаву, город Юлаву, Таджикистане. Это единственная работа, которая нам предоставила очень сильная, хорошая работа. Здесь у нас работа Шердена. Если я ошибусь, Шердена Наталья Юрьевна. Это палестинский завтрак недалеко от мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Вот как палестинцы завтракают, как все-таки и еда – это часть культуры любого народа. Вот. Здесь работа у нас картина Зайцева, Наталья из Татарстана. Это первая ее работа, первое участие. Здесь Ластухин, Альберт Аркадьевич, вы заметили там его картина великого палестинского поэта Махмуд Дарлиш. Вот. Это его работа, он так написал меня тоже. Он повторяет эколог, профессор. Здесь работа Тамара Ивановна Самойлова. Это великий палестинский поэт и певец народный. Он ушел из жизни уже, наверное, 50 лет назад. Вот. Он очень знаменитый, все остается по сегодняшний день. Написала его тоже профессор Тамара Самойлова. Здесь работа палестинского художника Стикнарагаза. У него такой стиль, все вот такие кружки, очень много
красивых картин. Он пишет. Это его стиль Мухаммед такой, Аль-Курунс, да? да? Это его стиль. Мухаммед Аль-Курунс. Очень интересный художник. Вот здесь работа в Палестине. Финики – это жизнь. Да, желтые финики – это очень полезные. И говорят, когда даже очень тяжело кушать, ничего нет, 9 фиников в день – это полные витамины и достаточно пищи. Эта картина написала женщина, которая живет в Эмиратах, она палестинка. Ламис Абу-Халим зовут. Очень интересно, она пишет картины. Это Тамамян Абу-Ник написала картина «Палестинский борец за свободу» Халида Джаррар. Ее постоянно арестуют за ее мнение, израильские партии. И у нее дочка в прошлом году умерла, 20-летняя. Она попросила выпустить прощаться с дочкой. Ее не разрешили, не выпустили. В результате об этом узнала Тамамян Абу-Ник, она написала, что ее дочка стала ангелом. Вот написала ее. Эта картина уже привела участие в 3 выставках в Палестине. Да, в Египте последняя выставка была на телефоне и так далее. Это великий Ясер Арафат, великий вождь палестинского народа, который был убит 18 лет назад и до сих пор убийцы не наказаны. Он был отравлен, ну понятно, кто его отравили. Это работа Павлова Александра Установича, который сегодня его например. А вот, значит, Иерусалим, мечеть Аль-Акса, пейзаж, голод мира. Это работа Амбулава Мария Васильевна, кандидат юридических наук, который перелюбителем год прошла с обучением, стала писать. Но это когда была любителем, это я слушаю. Спасибо. Вот здесь Асия Абдель-Хади, автор романа «Любовь и хлеб», который только что подарил дорогу. Но если кому-то надо, я могу отправить вам электронную книгу. Эта книга, это очень интересная книга, которую я перевел вместе с другом на арабском, на русском языке. Дальше, это у нас продолжение работа великого палестинского, значит, поэта Вассан Канафани. Это работа Павлова, очень сильных работ. Он был убит в 70-м году израильской разведкой. За то, что он очень сильный поэт. Израиль старается убивать всех палестинских поэтов, писателей, людей, чтобы оставить народ без его, как говорится... Без корней, без духовной жизни. Да. Вот это здесь работа Шовнина Наталья Юрьевна, педагог из города Новочебоксарск. Вот у нее там тоже была работа. А вот это удивительная работа профессора Смирнова Наталья Борисовна и ее сын Егор. Совместная работа, тут и мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, и церковь в Иерусалиме. Она вместе их в одной картине сделала. А вот Иззадин Аль-Талат, это он первый придумал искусство во имя мира, во имя защиты палестинского народа. Он был послом Палестины в Париже. Это работа Шакиров Мидхат Алимзянович из Бакальского района в Чувашской республике, заслуженный художник России и Чувашия, за то, что он собирал в 1978 году всех больше 200 художников мира, организовали в Бейрут выставку. Через 3 месяца его Израиль расстреляли в центре Парижа за выставку о мире. И мы считаем, что мы его наставники, то есть он первый, кто об этом думал, и мы потом дальше продолжаем вот это дело. Здесь Самих Аль-Касим, это очень знаменитый палестинский поэт, сильный поэт, тоже в Жеве-Хаванит, это работа Ольга Балашова, она этим знаменита. А вот здесь это очень важная работа.
здесь 3 палестинца, которые в 1931 году оккупационные силы Великобритании, которые оккупировали Палестину, арестовали их и незаконно казнили. И с тех пор весь палестинский народ, их имена носят улицы, Дома культуры, в школе о них преподают, песни о них сочиняют, стихотворения. Потому что самое страшное, когда несправедливость, вот когда убьешь человека незаконно и остаешься ненаказанным. И поэтому они превратились в святыни. Они святые люди стали. Это работа Ольга Балашова. Здесь работа Киргизин Валерьян Николаевич. Он написал птицы, и как заметите флаг Палестины, эти цвета флаг Палестины на этой птице. Он участвовал с нами на первой выставке в Чебоксарах 15 мая в прошлом году. Сегодня у нас 36-37 лет. Но, к сожалению, он был болен раком, но он добился того, что приехал до нас, участвовал на выставке, и потом через 2 месяца его не стало, но у него осталось 5 картин на Палестине, в том числе Ясер Арафат. У него была мечта, чтобы он участвовал на выставке со Святой Земли Палестины. Это работа с Ламис Абу Халиль, там тоже работа, который живет в Эмиратах сейчас. Вот палестинский художник, который очень тонко, и палестинская национальная одежда у него проявляется хорошо в его картинах. Вот здесь эти люди великие. Почему? Это тоже палестинский поэт. В 1973 году израильская разведка отправила группу убийц, которые ворвались в Ливане, в их квартиру в 3 часа утра. Когда эта женщина видела, что хотят убить его мужа, она встала грудью защищать мужа. Она погибла, потом его тоже убили. Это такие люди, вот написано здесь Абу Юсуф Наджар, это его жена. Написано здесь: таких великих людей, как вы, не умирают. Палестинский народ их почитает, любит, ценит, и по сей день их имена носят в школе, их имена носят больницы и так далее. Это великий друг России, Советского Союза, мой Мсису, который написал очень много книг, постоянно приезжал в Россию, в СССР, и у него одна книга «Мой Советский Союз», лауреат Ленинская премия мира. Вот. Здесь это работа Балашова. Здесь работа председателя Союза художников Иордания Омар Бдур. Да, вот, значит, видите, он держит, это карта Палестина на его руках, вот, то есть у него путь, и навигатор — это Родина, птица мира, ключ от Родины, от дома своего, потому что когда палестинцы приняли в 1948 году, им сказали: заберите с собой ключи, через 3-4 дня закончится война, если вернетесь. Уже 75 год не могут возвращаться, им не разрешают. А в изгнании палестинцев больше 13 миллионов сейчас. Они живут в палатках, в лагерях беженцев и так далее. Работа очень сильная, мечеть Аль-Акса сзади. Вот здесь работа то же самое Ламис Абу Халиль. Ведь все, большинство русских выращивают дома у себя кактус. Но многие из них не знают, что это шикарные фрукты, очень полезные фрукты. Вот оно, фрукты. Они очень, да. Это вкуснейшие фрукты, очень-очень полезные фрукты. Это работа Ламис Абу Халиль. И это очень много колет, у них очень много коньячки. Поэтому называется сабр. Сабр — это терпение. И палестинский народ в своей жизни терпит все, что с ним происходит, но стойко стоит, не сдается. Здесь работа Медхат Алимджанович Шакиров, «Смятение» называется. Когда Израиль бомбит Газа, бомбит палестинцев, домов бомбит, везде дети не знают, куда бежать, эти сюда, эти туда. То есть это очень трагично. Это то же самое, что происходит в Донбассе, но в Донбассе это уже 8 лет, а в Палестине 75 год продолжается. Это то же самая история.
Это апартеид, это фашизм, нацизм, что мы лучший сорт, а эти ниже, надо их уничтожить. Это чушь просто. Это великий палестинский художник, карикатурщик, который очень много карикатур, я не помню, там 20 или 30 тысяч карикатур делал, очень знаменитый. Его Израиль убили в центре Лондона. В 83 или 84 году убили за то, что он пишет карикатур. Это Наджил Али, можете читать о нем в интернете, очень много, очень знаменитый по сей день. Ежедневно его карикатуры пускают, его картины. Писала Гульсум Хазиева из Татарстана. Эта картина. Вот эти две картины Иисус Христос написал их Ямбердов Иван Михайлович, народный художник, заслуженный художник Республики Марийян. А вот этой картине 133 года. Вифлеемская ночь. Это копия этой картины великого иконописца Николай Иванович Крылов. Вот Вифлеемская ночь, который за оригинал его внук в 10 лет поехал в город Елец и добился, и сохранил ее 66 лет у себя, и до сих пор она у себя. А вот здесь это сам Николай Иванович Крылов, его написал Вячеслав Павлов у нас. Александр Вячеславович. Да, Александр Вячеславович, простите, заговорился. Да. И вот он написал, потому что он написал Вифлеемская ночь, он сзади него поставил Вифлеем, палестинский платок. И как он, художник великий, пишет. Очень сильная работа. Его автопортрет, который из него он рисовал, почти не виден он. Ну, от времени уже 133 года портрет. Да, а как он, Вячеслав, то есть Александр Вячеславович это сделал, какой молодец. А вот здесь одна из самых знаменитых картин в мире. Она сейчас практически во всех сайтах мира. Где бы не открыть, посмотреть. Иисус Христос в палестинском платке на кресте, вокруг него его семья, палестинский народ в полном печали. Эта картина, они очень много статей написано за рубежом. Это первая работа в историю в таком виде. Аналогов в мире не имеет. Это, конечно, заслуга нашего талантливого художника. Просто слов нет, он молодец. Дальше. Это тоже сейчас картина, которая участвует на всех выставках в Палестине за рубежом. Это весь палестинский народ, Иисус Христос, его народ на кресте. То есть он этим что хотел сказать, что этот народ убивает несправедливо. Не обязательно, чтобы они его просто крестили, они просто его убивают бомбами, ракетами, уничтожают, голодом морят и так далее. Женщин, детей, старики, они все имеют одну судьбу – уничтожение. За что? А что они такого сделали? Потому что Гитлер и Европа обидели евреев. А Палестина здесь при чем? Причем палестинский народ? В чем провинился палестинский народ? Мы наоборот их приводили, принимали, когда их обижали. В общем, картина одна из сильнейших. И сейчас даже российские СМИ часто обращают на нее внимание. Я видел очень много газет. Дальше мы продолжаем, значит, на эту сторону. Переходим вот сюда. Это картина великого палестинского художника, знаменитого на весь мир Сулейман Мансур. Вот, как называется она, стремление в будущее. Да, семья смотрит. А это работа Имад Абуштая, палестинская девушка, поливает там цветов, что-то вот поливает, растения, национальная палестинская одежда, и это чисто палестинские кустелины у нас используются в России, кстати, тоже работа Имада Абуштая. Всегда его работы патриотично показывают и родная страна,
Родина, и одежда национальная, и голод места. Вот эта работа Раид Аль-Каднами, это сильная такая работа. Это не Раид даже, это совсем здесь неправильно написано. Это круг, Ахмед Круг, это показывает вот дерево оливковое и корни ее. Видите, похоже, наш свет тоже похож на нашу землю палестинскую. Наши корни, вот оливки живут, оливки лежат до 5000 лет, до сих пор 5000 лет, и постоянно дают урожай. И понимаете, что такое 50 лет дать урожай. У нас есть еще одна дерево, которое дает урожай 7 раз в году. Это похоже, это называется, я очень любил, она похожа на инжир, но это не инжир. Забыли, как это называется, я потом зато найду, я отправлю, кому интересно, 7 раз, нет, больше как в мире, 7 раз в году дает урожай. Вот. Значит, здесь вот эта работа, значит, Раид Каднами, видите, вот руки, видите, руки здесь, видны руки? Да, конечно. Да, вот эти как корни оливок, это палестинский народ, который находится внутри земли, который над землей. То есть это символ Палестины. Вот. Здесь имат Абу Штая, вышивка, палестинская вышивка. А вот эта картина из книги «Любовь и хлеб». Когда прочтете, это очень интересный роман. И как жила Асия Абдул-Хади со своей семьей. Вот здесь пещера, как они жили в страшнейших условиях, как они выжили, потом как они в жизни состоялись. Вот палестинская жизнь, как вы видите, в руках всегда ключ, и голуби там, и другие птицы, и палестинцы, у них одна мечта вернуться домой. Как вы все возвращаетесь домой в конце рабочего дня, а палестинцы не могут этого сделать в много лет. Вот здесь это работа Сулейман Мансур, это тоже Сулейман Мансур. Это очень знаменитая работа Джабал аль-Махамель, то есть верблюд, который может тащить все, несут на себе все. Палестинцы тащат с собой свою родину, куда бы ни шли, куда бы ни поехали. Вы живете у себя на родине, а палестинцы, родина живет в них. Куда бы они ни шли, родина таскает с собой. Вот Сулейман Мансур, тоже это очень сильный художник в Палестине, он в возрасте сейчас, конечно, апельсиновые вот, тележки, или как это, корзины несут девушки. Вот посмотрите вокруг. Палестина очень знаменитая цитрусами. Очень много и лимона, и апельсин, и помело, и мандарин в Палестине. Это очень... Вот здесь Шарлина Наталья Юрьевна, сама автор, это автопортрет, и она писала палестинские апельсины. И уже несколько картин здесь у нас на выставке. Это Сулейман Мансур. Видите, оливки – это часть жизни палестинского народа. За счет оливки палестинцы выдерживали все войны. То есть тысячи лет оливковое масло делали, и оливки солили, и кушали, им достаточно просто бежит. Вот это наш современная жизнь, когда машина уничтожает человека, уничтожает жизнь, уничтожает экологию. Работа имат Абу Штая, видите, все превращает сельхозземли в промышленные зоны и так далее. А вот как человек пытается спасти зелень и растения. Иисус Христос в палестинском национальный лоток, Мария приняла его от Бога. То есть Бог прислал с неба. Это работа Сулейман Мансур, а это работа имат Абу Штая, палестинка. А вот это из бронзы сделал председатель Союза художников России Чувашской отделения. Вот он, Нагорнов Владимир Порфирьевич. Эта работа сейчас находится в городе Каменка в Пензенской области на выставке. Поэтому вот так выставили ее. Вот это Балфур, бывший министр иностранных дел Великобритании. И вот палестинский беженец наверху. Балфур обещал евреям 100
больше 105 лет назад, что вот он подарит им Палестину. Вот он был выслан на самом деле, которая Палестина была оккупирована Великобританией. Но если ты такой щедрый, подари Англии, причем тут? Подари Великобританию, зачем ты другую страну даришь кому-то другому? В общем, палестинцы, конечно, это были глобальные, страшные судьба играли в истории палестинского народа. Сулейман Мансур, работа его «Девушка с апельсинами», у него свой стиль, очень красиво пишет, и женщина очень красиво пишет. А вот это написала Поспехова Марина Александровна, заслуженный художник Марийской Республики. Она взяла церковь Татьяна в Чебоксарах, она взяла из Марийской Республики, из города Ишкарала, из Патриаршая площадь, голубь, который несет с собой Алексей II, там памятник есть. Она говорит, потому что мы здесь познакомились у этого голубя. Вот написала мою картину, и вот здесь самолет, вот можно написала мечта вернуться когда-нибудь домой. Я уже 24-й год не могу увидеть свою родную маму. Я не был, и пока там в Газа, в Палестине такая ситуация, закрытие границы и лишен общения с матерью. Здесь девочка в страшном шоке, что отца примерно Леонид, израильские оккупанты ему издалека застрелили. И она говорит, она же ждет от отца и шоколад, и конфеты, и фрукты. Она ему говорит, папа, я теперь твоя опора. Очень, это написала Марина Васильевна, моя супруга. Здесь знаменитый народный художник Палестина, это Талиб Эдвед, написала его девушка, прекрасный художник из Лыскова, Кавказова Марина. И эта картина стала знаменитой. Сейчас она участвует на разных выставках в Палестине. Недавно в Вифлееме была, в культурном центре России участвовала. Вот здесь Фатхи Аль-Балави, создатель организации освобождения Палестины, учитель Ясера Арафата. Я горжусь, что это мой отец. Его нет уже более 26 лет. Эта картина написала Тамамьян Агунит. И написала его любимая фраза в жизни: имейте хотя бы чуть-чуть патриотизма. Он всегда говорил так: любое неправильное дело, он призывал, имей патриотизм. То есть делай честно, делай доброе, делай, люби свою родину. То есть он всегда призывал людям всегда поступать справедливо, честно и порядочно. Вот. Здесь последний ужин. Это палестинские блюда, работа Сулейман Мансур. В Палестине всегда привыкли кушать руками на протяжении веков и с одной блюдо, большое блюдо. Здесь, если я не ошибусь, да, вот здесь Эль-Шариф, вот эта работа, мечта возвращения домой. Это из сектора Газа, художник из Палестины. Вот Абдурахман Фаражаллах. Это тоже палестинская работа. Мы говорим о том, что палестинцы несут родину с собой, только внешние. Вот это она изображает. Вот, пожалуйста, палестинцы, их тела, их кровь, их деревья растут именно на их земле. Они не чужие на своей земле. И эта картина показывает, что 1000 лет прошло, и палестинцы носят, как говорится, плоды, носят вот апельсин, носят мир, и они обязательно добьются, в конце концов, этот мир. Это работа Иман Абу Штайя. Вот это, когда Мария бежала в Египте вместе с Иисусом, и вот 650 километров находится от Каира. Здесь работа Раид Аль-Кафнани, мечта о возвращении в Иерусалиме, голубь мира и с палестинским платком, только с красным цветом. А вот эта работа Сулейман Мансур, пейзаж иерусалимский,
Палма, мечеть Аль-Акса и древние места, древние кварталы. Здесь я не могу увидеть, кто написал. То же самое вот эта птица, знаменитый голубь, и мечеть Аль-Акса, пейзаж Иерусалимский. Здесь сбор оливок в Палестине, работа Сулейман Мансур. Раид Аль-Каплани, работа Сулейман Мансур. Ну, здесь от страха и от боли, от горе, потери близких, родных, женщина плачет. И здесь работа Таха Мистик, знаменитая палестинская художница, которая живет в Газа. Если у кого-то вопросов есть, я готов с удовольствием отвечать. Пока под впечатлением. Спасибо вам большое тогда. Благодарю. Спасибо большое, потому что мы скоро уже поедем на другую выставку. Каждая работа прям уникальна. Каждая. Я вас всех приглашаю. У нас будет еще выставка в 4 часа, там другие работы. Там совсем другие работы. Я вас приглашаю на эту выставку. Адрес моего. Знаете? Здесь написан адрес. Нет, да, там Да, так что вы очень рад, там вообще другие работы. Хорошо? Спасибо вам. Спасибо за все. Вы молодцы. Душа у вас высокая, очень красивая. Все это чувствуется. Спасибо вам большое. Я буду ждать от вас информацию о остальных участниках, что будем сделать. Хорошо? Так, еще. И стойте, пожалуйста. Еще Авдотченкова Екатерина Николаевна. Такой удивительный ведущий. Такой прекрасный. Такой ведущий. Огромное спасибо. И благодарю следующего. Так, Татьяна Александровна. Прекрасно. Зоя, Татьяна Александровна. Большое вам спасибо. Так, Савинкову Александру Леонидовичу. Павлов Александр Вячеславович, наш замечательный художник. Светлана Юрьевна Бичкова. Хайлову сразу 2 и благодарность и диплом за участие. Модный дом Ди-2 Ларисе Солнечной, российскому дизайнеру шоколаде. Прекраснейшая Лариса, вы очень рады нас. Спасибо. Я хочу вам сказать подарок. Мои авторские ароматы. Я как аромапсихолог подарю авторский аромат и частичку Москвы. Тут шоколадочки московские. Большое спасибо. И еще, хозяйки, я так поняла, Дома культуры, да? Привет из Москвы. Спасибо вам. Скажу честно, Лариса, вы самый лучший подарок. Спасибо огромное. Кто у нас еще? Так, ну там еще есть вот за Ярослав Павлову. За Ярославом Павлову, оказывается, там записано. Внуку и семье великого иконописца
Крылов Николай Иванович, который воскрес в своем внуке Андрей Михайлович Крылов. И самого Андрея Михайловича Крылов, я не вижу ваше. Нет, еще вот что. Участница подготовки выставки Губайдулина такая. Губайдулина Светлана. Да. Шакутовани. Шаукатовна. Очень сложно. И наш дорогой Андрей Михайлович Крылов, который олицетворяет чистая русская прекраснейшая душа. И прежде чем как пойдем рассказать вам о выставке, приглашаем вас всех сюда, прошу организовать ведущие, чтобы все запечатлились на общее фото, которое пойдет и в зарубежные СМИ, которое пойдет уже и на следующие выставки. Тогда я всех приглашаю, друзья мои. Подождите, еще директору сюда. Прошу вас обратно. Директору сюда. Подойдите, пожалуйста. Вот книга, роман «Любовь и хлеб». Этот роман был написан 40 лет назад девушке, которой было 4 года. Повыше, а то здесь не помещались. У меня уже... Которой было 4 года, когда ее изгнали из своей родины в Палестине в 48 году. И она рассказывает все, что с ними произошло и происходило. Эта книга я имел честь перевести с арабского на русский вместе с женой. И я дарю Доме культуру. Я думаю, каждый, кто прочтет, у него что-то изменится в жизни. Так, по крайней мере, все сказали, которые прочитали до этого. محلى فلسطين محلى لياليها بشوق وحنين مع لمة أهاليها. نجوم الكرامة بتنور سماها وجبال العز عصفور الشهد يتغنى باسمك ياسمين الوادي يتنفس حسك لو فكر غادر بمكر يمسك أبطال بلادي بالنخوة تلاقيها. أبطال بلادي بالنخوة تلاقيها. نجوم الكرامة بتنور سماها وجبال العز شمس الحرية تنسيج ترابك وجبال الفدا سنابل حرابك. زرعنا المجد نور محرابك ربي من عنده حافظها وحميها. ربي من عنده حافظها وحميها. هلا 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 الله
على فلسطين محلى لياليها بشوق وحنين مع لمة أهاليها. نجوم الكرامة بتنور سماها وجبال العز بتحرس أرضيها. غصن الليمون معطر هواها، طير الحسون مغرد في سماها، زهر الحنون مزين حلاها. فلسطين الخير لازم نكفيها. فلسطين الخير لازم نكفيها مع لمة أهاليها. نجوم الكرامة بتنور سما